Хайырлы иртә, балалар! Доброе утро, дорогие ребята! Наша прекрасная республика находится на стыке Европы и Азии. В Башкортостане проживают представители более 160 национальностей, и каждый народ гордится своей богатой историей и своими традициями. Одна из древнейших традиций, которая передавалась из поколения в поколение, это национальный костюм. По нему можно было узнать, откуда человек, где он родился и каков уклад его жизни. Для того, чтобы мы с вами, ребята, сохраняли свои традиции, сегодняшний день в нашей республике объявлен Днем национального костюма. Остался легкий халат сякмен, без пуговиц, а также халат на пуговицах казакин. В 15-18 веках была распространена верхняя одежда кафтан. Название происходило от тюркского каптан, каплан, покрывайся. В холодную погоду башкиры одевали халат из сукна елян с запахом на левую сторону для того, чтобы во время стрельбы из лука ворот еляна не мешал тетиве. Поверх еляна башкиры одевали шубу, сшитую из овечьей шкуры или волчьего меха, которая называлась тун. При длительных передвижениях, военных походах башкиры одевали несколько видов одежды. Они могли одеть сякмен, елян и кафтан. Одно они стелили, в другом спали, а третьим покрывались. Мужские рубахи подпоясывались кожаными или тканевыми поясами или шерстяными кушаками бильбау. С их помощью велась борьба кюреш, а в военных походах с помощью кушаков башкир мог повязать рану, связать пленника или же управлять конем, если не было у него уздечки. Особо богатые башкиры носили пояса, расшитые драгоценными камнями – камер. Стоимость таких поясов доходила от стоимости одной лошади до стоимости табуна. На голове башкиры носили тюбетейки или шапки из меха, бурек или кулаксен. Самыми дорогими были шапки из рысьего меха. Их носили только старшины и тарханы. И стоимость шапки из рысьего меха порой доходила до стоимости одной лошади. На ногах башкиры носили сапоги из легкой конской кожи ситек. В непогоду одевали кожаные калоши катаваш. А в летнее время башкиры носили сарыки, низ которых шился из кожи, а голенище было из войлока или сукна. А вот женщину-башкирку, говорят, сначала можно было услышать, а потом увидеть. Откуда явилось такое выражение, сейчас мы узнаем, изучив башкирский женский костюм. Женщины носили кульдяк, платья с оборками, также носили передники, камзол и елян. Очень красивыми были головные уборы женщин. Головной убор кашмау щедро расшивался кораллами и серебряными монетами. По спине спускалась широкая лента, которая также расшивалась кораллами и серебряными монетами. Также на ней вышивались орнаменты рода, и можно было узнать, к какому роду принадлежит та или иная женщина. А самым ярким элементом башкирского костюма были нагрудники. Они назывались по-разному – хакал, сельтер. И также расшивались кораллами, серебряными монетами, ракушками, полудрагоценными камнями, агатом, сердоликом и бирюзой. Башкиры верили в магическую силу серебра. Ему приписывались защитные силы, а звон монет отгонял злых духов. И поэтому и кашмау, и хакал, и головные уборы, и нагрудники расшивались серебряными звенящими монетами. И порой общий вес головного убора и нагрудника доходил до 8 килограмм. Кашмау и хакал было очень тяжело носить, но зато у башкирок была красивая осанка. По праздникам люди одевали самую красивую одежду. Она передавалась из поколения в поколение. Национальный костюм являлся гордостью каждого народа, отражал его культуру. И сегодня, в День национального костюма, вы также можете одеть костюм своего народа. Сегодня появилось очень много вариантов современной стилизованной одежды. Вы также можете ее носить. В сентябре будет еще один день национального костюма, и вы можете к нему подготовиться и одеть традиционный костюм своего народа. Дорогие друзья, изучайте историю своего национального костюма и будьте этномодными. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Урок окружающего мира
Веду я, Лена Индусовна, учитель 39-й гимназии, город Уфа. Переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Ребята, приготовьте, пожалуйста, учебник. Мы начинаем наш урок. Урок я начну с загадки. Мы по ковру идем с тобой, его никто не ткал. Он разослался сам с собой, лежит у речки голубой, и желт, и синь, и ал. Угадайте, пожалуйста, загадку. Молодцы. Конечно же, это луг. Мы с вами сегодня окажемся на лугу. Весной там особенно красиво. Закройте глаза и представьте себе луг, усыпанный цветами. Как надо вести себя на лугу, чтобы после нашего ухода он остался не тусклым и бесцветным? Сегодня на уроке мы ответим на вопросы. Почему не надо рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Итак, мы очутились на лугу. Колокольчики. Окраска цветов может быть разной. Голубой, синий, фиолетовый. Цветы обычно собраны в кисти или в метелке, но бывают виды с одиночными цветками. Все знают эти простые цветы, похожие на маленькое солнце с золотыми лепестками-лучами. Ромашка – это однолетнее растение семейства астровых. У него очень много названий – поповник, белюшка, невянник. Цветки клевера можно увидеть с конца мая до осени. В них очень много сладкого нектара, и поэтому его часто навещают пчелы. Лютик – самое обыкновенное растение, но оно ядовитое. Животные это знают и не едят его. Цветки мака крупные, одиночные, в основном они алого цвета, редко бывают белого и даже желтого. Чабрец – многолетнее растение. Цветы небольшие, розово-фиолетовые.
Тысячелистник представляет собой многолетнее невысокое растение. Кроме ярких красивых цветов, на лугу много разнообразных бабочек. Давайте рассмотрим их изображение. Пестрянка, голубянка, лимонница, крапивница, зорька, адмирал. На лужайку пришли дети, нарвали цветы, поймали бабочку. Как вы думаете, что произошло с ними через некоторое время? Цветы завяли, бабочка умерла. Даже если просто подержать бабочку в руках, то она уже не сможет летать. Ее крылья покрыты мелкими чешуйками. Взяв бабочку в руки, мы повреждаем эти чешуйки. Они остаются у нас на пальцах, поэтому бабочка уже не полетит. Так почему же нельзя рвать цветы и ловить бабочек? Бабочки не могут жить без цветов, потому что они питаются нектаром. Но и цветам плохо без бабочек, потому что бабочки их опыляют. Без опыления у цветов не будет ни плодов, ни семян. Молодцы, ребята, мы с вами сделали правильный вывод. А сейчас я прочитаю стихотворение. «Не рвите полевые цветы. Цветы украшают луга и леса, но это не только природы краса. В них пчелы находят целительный дар, и бабочки пьют из них сладкий нектар. Не надо, друзья, их бессмысленно рвать, не надо букеты из них составлять. Завянут букеты, погибнут цветы, и больше не будет такой красоты. Не рвите редкие цветы». И еще одно стихотворение в защиту насекомых. «Не ловите бабочек и стрекоз. Бабочка цветная над тобой порхает, стрекоза резвится, пляшет, веселится. Лету все так рады, их ловить не надо. Пусть себе летают, землю украшают». Итак, подведем итог. Правила поведения на лугу. Не рвите полевые цветы. Не ловите бабочек, стрекоз. Не шумите на лугу. Не бросайте мусор. Не топчите цветы. Как только солнце пригреет землю, почернеют дороги, обнажатся на полях проталины, зажурчат ручейки, к нам прилетят грачи. Позже прилетают ласточки и стрижи. В лесу слышно кукование кукушки. У птиц появились птенцы. У животных детеныши. Лес звенит от певчих птиц. Поэтому мы с вами должны помнить и соблюдать правила поведения в лесу. А теперь послушайте стихотворение об этих правилах. У леса музыка своя,
Ее послушайте, друзья. Вот птичьи трели раздались, вот белка скачет вверх и низ, а вот кузнечик затрещал, по ветке дятел застучал. Как много звуков тут и там. В лесу не нужен шум и гам. Нельзя шуметь, галдеть, кричать и громко музыку включать. Муравьи – лесные санитары. Так прозвали люди их недаром. Чтобы лес красив был и здоров, без личинок вредных и жуков, муравьи на страже день и ночь гонят разных краедов прочь. Только ты им, друг мой, не мешай, муравейники не разоряй. Эти санитары так нужны для лесов твоей родной страны. Для ежиков и белок лес – это дом родной. Они живут там смело и летом, и зимой. Находят пропитание, своих детей растят. И уходить из леса нисколько не хотят. Поэтому не стоит их в город забирать. Поверь, они в неволе не будут есть и спать. В лесу летают мотыльки, ползут козявки и жуки. Природа-мать им жизнь дала, у них у всех свои дела. Ты их увидишь на пути, не обижай, а отойди. Без насекомых лес, друг мой, и одинокий, и пустой. Есть цветочки редкие, белые и нежные. Вам кивнут приветливо ландыши, подснежники. Только рвать не надо их, с ними лес добрей, светлей. Ведь теперь цветов таких очень мало на земле. Гнезда у птичек нельзя разорять. Если в траве увидали яйцо или услышали крики птенцов, не приближайтесь, не лезьте туда и не тревожьте ни птиц, ни гнезда. Вы в поход пришли, ребята. Отдохнуть, конечно, надо. Поиграть и порезвиться, и наесться, и напиться. Но вокруг остались банки, целлофан, железки, склянки. Оставлять их здесь нельзя. Не поленимся, друзья. Мусор тут, в лесу, чужой. Заберем его с собой.
Вы меня очень внимательно слушали. Теперь давайте сделаем выводы. Итак, посмотрите самые основные правила нахождения в лесу. Не рвать цветы, не ловить насекомых, не разжигать костры, не брать домой диких животных, не топтать цветы, не сорить в лесу. Берегите природу. Человек – часть природы. На этом наш урок закончен. Следующий урок – урок русского языка. Вас ждет перемена 10 минут.
Урок русского языка ведет Лена Индусовна, учитель 39-й гимназии, город Уфа. Перевод русского жестового языка Алина Николаевна. Итак, ребята, приготовьтесь, пожалуйста, к уроку. Приготовили учебник, тетрадь и пенал. Готовы? Сели поудобнее. Я тетрадь свою открою и наклонно положу. Сяду прямо, не согнусь. За работу я возьмусь. Итак, открыли рабочие тетради. Положили их наклонно. Отступили 2 строчки. Записываем сегодняшнюю дату. 17 апреля. Поставили точку. Работаем на следующей строчке. Чуть левее приступаем. С заглавной буквой пишем класс, сна, я, работа. Ставлю точку. Не торопитесь, ребята, я подожду. Мы с вами прошли удвоенные согласные. Возьмите линейку и карандаш и подчеркните удвоенную согласную в слове «классная». Спасибо. Итак, отгадайте загадку. Молоток я раздобыл, из дощечек букву сбил. Сколько здесь дощечек? 3. А какая буква получилась у нас? И. Итак, ребята, давайте посмотрим, какая буква очень похожа на букву И. Правильно, и краткая. Чем она похожа? Да, они пишутся практически одинаково. А чем они отличаются? Отличаются при написании только галочкой. Продолжаем. Итак, смотрите, пожалуйста. Буква И мы записываем 2 крючками. 1, 2. И краткую мы тоже пишем 2 крючками. И не забываем поставить, я говорю, галочку. Поставим галочку, и получится совсем другая буква. Так, ребята, но минутка чистописания у нас сегодня будет другая. На первой строчке вы напишите букву и краткую строчную, не соединяя буквы. Итак, начинаем писать. Крючок 1 и 2. 1 и 2. Не забудьте галочку. Интервал. Пишем следующую букву. Работаем. На следующей строчке мы записываем и краткую в соединении с гласными. Внимательно посмотрите соединение. Соединяем безотрывно. Можете себе считать. И 1, и 2, и 1, и 2. Не забудьте интервал. Не торопимся, стараемся писать буквы правильно.
сейчас я вам буду загадывать загадки, а вы ответы будете записывать на следующей строке. Поставили красную строку. Начало слова начнете со своей точки. Итак, первая загадка. Только бег его спасает. От врагов он убегает, прыгает, как мячик, быстроногий. Молодцы. Зайчик. Итак, заглавные буквы. Не забываем. Красиво, правильно соединяем буквы. Поставьте, пожалуйста, маленькую красивую запятую. Следующая загадка. Из железа тучка, а из тучки ручка. Эта тучка по порядку обошла за грядкой грядку. Догадались? Не догадались? Но если не догадались, давайте я вам подскажу. Это правильно, лейка. Запишем его. Поставили запятую. Слушаем следующую загадку. Этот транспорт городской знает в городе любой. Он вагон по рельсам мчит и колесами стучит. Правильно, трамвай. Записали это слово. Поставьте запятую. Проверьте, пожалуйста, свои слова. Проверяем. Зайчик. Лейка. Трамвай. Мы работаем над буквой и краткую. Подчеркните ее, пожалуйста. Прежде чем двигаться дальше, разгадаем ребус. Тут девочка и журавль. Разгадали ребус? Хорошо, ребята. Получилось какое слово? Дежурный. Слово «дежурный» мы запоминаем. Это словарное слово. Здесь у нас запомнить надо безударную гласную «е». Давайте запишем после запятой. Записывайте. Дежурный. Поставьте ударение, безударную гласную подчеркните. И не забудьте поставить точку. Что же означает слово «дежурный»? Постоянно употребляемый, используемый. Это может быть какая-нибудь дежурная фраза. Или в нашем классе есть дежурная ручка. Вы знаете, кто забывает ручку, я ее даю. Или же тот, кто в порядке очереди выполняет
какие-то обязанности. У нас в классе есть дежурные. Они выполняют какую-нибудь работу, проветривают класс, вытирают доску, расставляют стулья. Каждый из вас дежурил в классе. Итак, ребята, составьте, пожалуйста, предложение с этим словом. Пожалуйста, каждый озвучьте свое предложение. Я составила предложение. Я сегодня дежурный. Вы прочитайте свои предложения родителям. Спасибо большое. Итак, буквы и краткая, и «и». Давайте будем разбираться, почему и краткая так называется. Отличаются подружки. Одна с дужкой, другая без дужки. Дужка в старину называлась кратко. Изначально буква называлась «и» с краткой. Когда значение слова «кратко» было забыто, люди стали называть «и» краткое. Буква «и» появилась в русском языке около 300 лет тому назад. Итак, что же может произойти, если над буквой краткой забыть написать маленький хвостик или галочку? Давайте посмотрим. Рой и краткое. А если мы уберем эту галочку, получится рой. Спасибо. Попугай. Не дописываем теперь эту галочку. Попугаи. Меняется количество предметов. Итак, ребята, сделаем вывод. Буква «и» обозначает гласный звук «и». Буква «и» краткая обозначает согласный звук «и». Он всегда мягкий. Запомни, звук «и» – это согласный звук. Без гласного звука он слога не составляет. Открываем учебник на странице 78. Находим упражнение первое. Назови правильно буквы. Назвали? Молодцы. И краткое. Какой звук обозначается каждой буквой?
Буквой «и» обозначается звук «и», буквой «и» краткая обозначается звук «и». Что ты знаешь о звуках «и» и «и»? Мы знаем, что «и» – это гласный звук, а звук «и» – согласный. Подбери и напиши слова, в которых есть эти буквы. Напишите, пожалуйста, ребята, по 3 слова. Красная строка. Первое слово начинаем писать с заглавной буквы. Пишем через запятую. Когда напишете 3 слово, не забудьте поставить точку. Работаем. Итак, написали, ребята? Переходим к следующему заданию. Как переносить слова с краткой с одной строки на другую? Прочитаем слова. Чайка, мойка, стайка, змейка, тройка, ручейки. Догадались? Получилось? Давайте проверим. Буква «и» краткая при переносе не отделяется от гласной. Чайка, мойка, стайка, змейка, тройка, ручейки. Итак, работаем со следующим заданием. Собери слова из слогов
запиши слова, разделяя их на слоги. Ребята, не торопитесь, внимательно. Первое слово с заглавной буквы, остальные слова через запятую. По окончанию работы не забудьте поставить точку. Проверяем работу. Посмотрите, пожалуйста. Внимательно читаем слова и проверяем. Стройка, гайка, майка, копейка, лейка, тройка, сойка, лайка, зайка и последнее слово мойка. Замечательно, вы все правильно перенесли и краткую, оставили ее на первой строке вместе с гласной буквы. Теперь еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста, на свои слова и найдите здесь многозначное слово. Итак, многозначное слово «тройка». Давайте выясним, какие у него значения. Это цифра, обозначающая число 3. Вы же умеете писать цифру 3? Конечно. Это отметка, которая состоит из 3 баллов. Мы не будем такие отметки получать. И бывает еще костюм «тройка», который состоит из 3 вещей. Есть еще упряжка из 3 лошадей. Подведем итог урока. В чем различие звуков «и» и «и»? «И» – это гласный звук. Звук «и» – согласный. Как переносить слова с и краткой с одной строки на другую?
Буква и краткая при переносе остается с гласной. Ребята, вы большие молодцы. Мы сегодня успели много сделать. Следующий урок – урок математики. Но вас ждет большая перемена – 20 минут. Отдыхайте.
Урок математики. Веду я, Лена Индусовна, учитель 39-й гимназии, город Уфа. Переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Итак, ребята, проверьте, пожалуйста, готовы ли вы к уроку. Приготовьте учебник, тетрадь, пенал. Не забудьте линейку. И наш урок мы начинаем с устного счета. Послушайте, пожалуйста, задачу. Батон и пачка сахара весят больше, чем батон и конфеты. Что весит больше? Сахар или конфеты? Подумайте, пожалуйста. Молодцы. Сахар весит больше. Переходим к следующему заданию. Груша тяжелее, чем яблоко, а яблоко тяжелее персика. Что легче, груша или персик? Внимательно перечитайте задачу еще раз. Подумали? Молодцы. Конечно, груша легче. Переходим к следующему заданию. Сестра старше брата на 5 лет. На сколько лет она будет старше брата через 7 лет? Молодцы. Проверяем. На 5 лет. Рассуждаем, ребятки. Сестра старше на 5 лет. Через 2 года она будет старше на 5 лет. Через 7 лет старше на 5 лет. Через 10, через 20. И так всю жизнь она останется старшей сестрой на 5 лет. Следующее задание. Как дополнить каждое число до 10? 1 дополняем до 10. 9. 7 дополняем до 10. 3. 5 дополняем до 10. 5. 9. 1. 4. 6, 8, 2, 3, 7, 6, 4, 2, 8. Замечательно. Это для вас уже легкое задание, потому что десяток вы у меня молодцы, безошибочно считаете. Следующее задание называется «Цепочка». Не прерывая цепочку, получите ответ 9. Работаем.
проверяем. К 7 прибавляем 3, будет 10. От 10 вычитаю 4, получаем 6. К 6 прибавляю 2, получаю 8. От 8 вычитаю 5, будет 3. К 3 надо сколько прибавить, чтобы получить 9? Верно, 6. Итак, и с этим заданием вы справились. Молодцы, умнички. Продолжаем работу устную. Следующее задание называется «Занимательные рамки». Посмотрите, пожалуйста, на треугольничек. Сумма 9. Каждая сторона должна нам дать сумму 9. 2 слагаемых нам известно. Вам надо вставить третью. Работайте. Будем проверять. Итак, к 1 прибавлю 3, это 4. К 4 надо добавить 5. К 1 прибавляю 2, это 3. До 9 добавляем 6. К 3 прибавляю 2, это 5. До 9 добавляю 4. Получилось? Я думаю, что у многих получилось. Молодцы. Проверяем второй треугольник. Два и 4 – это 6. Добавляем до 8 – 2. 4 и 1 – это 5. Добавляем 3. К 2 прибавляем 1 – это 3. И добавляем 5. Скажите: ай да я, ай да молодец. Переходим к следующему заданию. Помоги Кате найти значение выражений. Какое свойство сложения она использовала? К 2 прибавляем 6. Или к 6 прибавляем 2. Получается 8. Как удобнее считать? К 2 птичкам прилетели 6 или к 6 добавить 2? Удобнее к большему числу прибавить меньшее. Давайте посмотрим на следующем примере. К 4 прибавляю 5. Удобнее к 5 прибавить 4 и получим 9. Продолжаем нашу тему сложения чисел с переходом через десяток. Мы с вами таблицу сложения в пределах 10 уже усвоили. Мы дальше продолжаем работать с таблицей в пределах 20. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу. И мы с вами сейчас будем набирать сумму 11. Откройте учебник на странице 72. Набираем сумму 11. 11 – это 9
и 2. 8 и 3. 7 и 4. 6 и 5. Умнички. Теперь давайте наберем сумму 12. Это 9 и 3. 8 и 4. 7 и 5. 6 и 6. Замечательно. У нас хорошо получается. Давайте наберем сумму 13. Это 9 и 4. 8 и 5. 7 и 6. Набираем сумму 14. 9 и 5. 8 и 6. 7 и 7. Молодцы, ребята. Набираем сумму 15. 9 и 6. 8 и 7. Набираем сумму 16. 9 и 7. 8 и 8. Замечательно. Наберите, пожалуйста, сумму 17. Это 9 и 8. Замечательно. И наберите еще одну сумму 18. Это 9 и 9. Вы большие молодцы. Мы с вами повторили таблицу сложения с переходом через десяток. Работаем дальше. Открываем тетради. Положите тетрадь правильно. Отступаем 4 клетки вниз. 5-ю клетку держим пальчиком. Веду влево. Отсчитываем 10 клеток. На 11-й ставлю точку. Запишем дату. 17 апреля. Точка. Клеточка вниз. 2-ю клеточку держу. Направляю ее влево. Отсчитываю 5 клеток. На 6-й записываю. Классная работа. Поставили точку. Сейчас подготовим платформу для работы. 1 клеточку пропустили. 2-ю клеточку держим пальчиком. Ведем влево. Отсчитываем 2 клетки. На 3-й ставим точку. Продолжаем работу. Перед вами табличка. Мы должны набрать выражение из 2 чисел. 4 и 8. Как правильно, как удобно записать это выражение? Верно, ребята. Надо к большему числу прибавить меньшее. Записываем на нашей точке. Пишем. К 8 прибавляю 4. Получаем 12. В этом выражении подчеркните, пожалуйста, слагаемые. Какие слагаемые вы подчеркнули? 8 и 4. Молодцы. А сумму обведем кружочком. Пропускаем клеточку вниз. На следующей клетке записываем выражение, которое подчиняется правилу от перестановки слагаемых
сумма не меняется. Запишите, пожалуйста. Какое выражение вы записали? К 4 прибавить 8 равняется 12. Кто считал это выражение? Молодцы, правильно сосчитали. А кто не считал? Конечно, не считали. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Замечательно, молодцы. Итак, и в этом выражении подчеркните слагаемые и обведите кружочком сумму. Продолжаем работу. Теперь третья строчка. От суммы. Какая у нас сумма? 12. От суммы вычитаем первое слагаемое первого выражения. Вычитаем сколько? 8. Итак, появляется запись у нас. От 12 вычитаем 8, а получится, правильно, 4. Запишем четвертое выражение. Опять напишите сумму. 12. Вычитаем второе слагаемое. Второе слагаемое у нас какое? 4. Итак, записали 12 минус 4, получаем 8. В этих выражениях сумму обведите кружочком, а наши слагаемые подчеркните. Теперь возвращаемся к первому выражению. Отступаем 4 клетки. 1, 2, 3, 4. На 5 ставлю точку. Запишем следующее выражение. К 5 прибавляю 5. И быстро сосчитали равно 10. Это вам легко. Так, подчеркнем слагаемые. Какие слагаемые вы подчеркнули? Правильно, 5 и 5. Сумма у нас сколько? 10. Обвели кружочком. Подчиняется ли это выражение нашему правилу? От перестановки слагаемых сумма не меняется. Совершенно верно. Здесь нет смысла переставлять слагаемые, потому что они одинаковые. Ну и запишем последнее выражение. От суммы вы можете вычесть любое из слагаемых. Итак, появляется запись 10 минус 5 равно чему? Конечно же, 5. Замечательно. Мы и с этим заданием справились. А теперь, ребята, самостоятельная работа. Мы эту работу выполним как арифметический диктант. Но я оформила на доске как таблицу. Посмотрите, пожалуйста. Первое слагаемое 9, второе слагаемое 2. Надо найти сумму. Клеточка вниз от примеров. На следующий поставите точку. От края не забудьте 2 клетки пропустить. Так, поставили опорную точку. Еще раз внимательно слушаем выражение. Первое слагаемое 9, второе слагаемое 2. Напишите сумму. Только сумму. Написали. Клеточка вправо. Слушаем второе выражение. Первое слагаемое 8. Второе слагаемое 3. Запишите сумму. Первое слагаемое 7. Второе слагаемое 4. Напишите сумму.
Первое слагаемое 6, второе слагаемое 5. Запишите сумму. Первое слагаемое 5, второе слагаемое 6. Записываем сумму. И последнее выражение. Первое слагаемое 4, второе слагаемое 7, сумма. Итак, хорошо, ребятки, молодцы. Проверяем. У вас появилась запись 11, 11. И сколько раз вы 11 написали? 6 раз. Кто не ошибся? Молодцы. Кто не ошибся, поднимите мне руки, покажитесь. Замечательно. Многие подняли руки. Ребята, если вдруг у кого появилась ошибка, аккуратненько вычеркиваем одну линию и сверху надписываем правильный ответ. Так, молодцы. Итак, мы сейчас приступаем к решению задач. Решаем устно. Читаем. Маше 7 лет, а ее брат Юра на 10 лет старше. Сколько лет Юре? Сначала разберемся с первым вопросом. Итак, Маше сколько лет? 7. А про Юру мы знаем, сколько ему лет? Нет, мы должны узнать, сколько Юре лет. А что нам известно? Нам известно, что он на 10 лет старше. А раз старше, мы будем что делать? Прибавлять. Итак, что делаем? К 7 прибавляем 10, получаем 17 лет Юре. Замечательно. Так, ответим на второй вопрос. Сколько лет будет Маше и Юре через 1 год? Итак, мы знаем, что Маше 7 лет. Через год ей будет к 7. Правильно. Прибавляем 1 и получим 8. Итак, Маше будет 8 лет. Юре сколько лет сейчас? 17, правильно. А через год сколько ему будет? К 17 прибавляю 1 и получаем 18. 18 лет будет Юре через год. Продолжаем работу. Перед вами рисунок. Надо составить 2 задачи, чтобы одна решалась сложением, другая – вычитанием. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Составьте задачу на сложение. Итак, попробуем проверить. Посадили 4 елки и 5 берез. Вопрос. Сколько всего деревьев посадили? Давайте составим краткую запись. Так, за главной буквой записываем слово «елки». Клеточка вниз записываем березы. Березы.
Е безударные, будьте внимательны. Так, елок сколько у нас? 4 дерева елок. Берез сколько? Берез 5 деревьев. Так, давайте вспомним, как звучит наш вопрос. Сколько всего деревьев? Слово «всего» как мы обозначаем в краткой записи? Кто помнит? Конечно, фигурной скобкой. Аккуратненько фигурную скобку нарисуйте, пожалуйста, карандашом. И поставьте вопросительный знак. Что мы ищем? Мы ищем, сколько деревьев всего. Каким действием решается эта задача? Скажите мне вслух. Верно, сложением. Итак, запишем. Говорите, к 4 прибавляем 5. А другая запись может быть? Мы можем по-другому записать. К 5 прибавили 4. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Равно 9. Запишем ответ. Клеточка вниз. От вет. Двоеточие. 9. Аккуратненько цифру. Пишем. Деревья. Не забудьте мягкий знак. Деревьев. Поставили точку. Итак, ребята, подведем итог. Над какой темой мы сегодня работали? Мы закончили тему сложения чисел с переходом через десяток. Еще скажите, пожалуйста, какие задания вам понравились? Я все ваши пожелания учту в следующий раз. Урок окончен. У вас переменка 10 минут. Следующий урок – литературное чтение.
Урок литературного чтения проведу я, Лена Индусовна, учитель гимназии номер 39 города Уфа. Переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Итак, ребята, приготовились к уроку, приготовили учебник. Начинаем урок с речевой разминки. Жу, жу, жу. На диване я лежу. Ре, ре, ре. Стоит машина во дворе. Са, са, са. Залетела к нам оса. Ец, ец, ец. Мальчик Ваня молодец. Ребята, повторите, пожалуйста, еще раз. Хорошо, молодцы. Итак, рассмотрите выставку фотографий, назовите их одним словом. Правильно, это семья. Что же означает слово «семья»? Семья – это группа живущих вместе родственников. Могут ли родители быть друзьями для своих детей? Конечно, ребята, родители – это ваши друзья. Когда вы болеете, кто с вами рядом? Конечно же, самые близкие. Мама, папа, дедушка, бабушка. Рядом с вами братья и сестры. Сегодня мы познакомимся с произведениями о родственниках, о самых близких нам людях. Яков Аким «Моя родня». И второе произведение, с которым мы познакомимся, Самуил Маршак «Хороший день». Посмотрите, пожалуйста, на репродукцию. Назовите название стихотворения. Прочитайте автора произведения. Посмотрим на рисунок и скажем, о чем может быть это произведение. Правильно, ребятки, наверное, это о каких-то мальчиках, которые дружно играют. Мне так кажется. Давайте подготовимся к чтению этого произведения. Хочу сказать несколько слов об авторе. Яков Лазаревич Аким. В школьные годы Яков Аким увлекался литературой, музыкой, редактировал стенгазету. Первое стихотворение написал во 2 классе. Сразу после окончания школы отправился на фронт. Яков Аким сражался под Сталинградом, был награжден медалями. Сейчас подготовимся к чтению его стихотворения. Прочтите слова,
Сначала по слогам, затем целыми словами. Ло, по, у, хи. Лопоухи. Мо, тор, на, я. Моторная. Вол, шеб, на, я. Волшебная. Нас, сто, я, щи. Настоящий. При, бе, га, ю. Прибегаю. Спасибо. Это была подготовка. Итак, познакомимся с произведением. Прочитаем его. Яков Аким. Моя родня. Мама с папой моя родня. Нет роднее родни у меня. И сестренка родня, и братишка, и щенок лопоухий Тишка. Я родных своих очень люблю. Скоро всем подарки куплю. Папе будет моторная лодка, маме в кухню волшебная щетка, молоток настоящий братишке, мяч сестренке, конфета Тишке. А еще есть друг у меня. Друг Сережка мне тоже родня. Я к нему прибегаю с утра. Без него мне игра не игра. Все секреты ему говорю. Все на свете ему подарю. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Кого считает мальчик своей роднёй и очень любит? Правильно, ребят. Кроме своей семьи, он очень любит и считает тоже своей семьей своего лучшего друга. Продолжаем работать. Как вы думаете, хороший день – это какой день? Для меня, например, хороший день, когда я могу свободно сесть и почитать книжку. Или повозиться со своими любимыми цветами. Я думаю, у вас больше развлечений, чем у меня. Выскажите, пожалуйста, свои предположения. Все правильно. Вы тоже молодцы. Вы знаете, как хорошо проводить время. Конечно же, лучшее времяпровождение – это со своей семьей. Итак, смотрим на страничку учебника. Назовите, пожалуйста, это произведение. Хорошо. Кто автор? Верно, Самуил Маршак. Итак, послушайте, пожалуйста, о Самуиле Яковлевиче Маршаке. Самуил Яковлевич Маршак родился в Воронеже. Он очень рано начал писать свои стихи. В
В 1920 году в Краснодаре создал один из первых детских театров и писал для него пьесы-сказки. Самуил Яковлевич Маршак – автор многих детских книг. Он написал более 40 книг. Посмотрите, пожалуйста, вот некоторые из них. «Мастер-ломастер», «Детки в клетке», «Круглый год», «Вот какой рассеянный», в стихах и картинках, сказка о глупом мышонке. А сегодня мы познакомимся с его произведением «Хороший день». Прочтите слова сначала по слогам, затем целыми словами. Работаем. Выходной. Выходной. Обсудим. Обсудим. Обсуждать. Обсуждать. Ботанический. Ботанически. Мастерскую. Мастерскую. Безголового. Безголового. Понесется. Понесется. Задумчивым. Задумчивым. Гиппопотам. Гиппопотам. В таратайке. В таратайке. Отыскали. Отыскали. Из серебряного. Из серебряного. Вернулись. Вернулись. Итак, ребята, есть очень много непонятных слов. Давайте проговорим их. Гиппопотам – один из двух видов бегемотов. Таратайка – легкая двухколесная повозка с открытым верхом. Воск – вещество, вырабатываемое пчелами. Ситро – фруктовый прохладительный напиток. Нынче – сейчас, теперь, в настоящее время. Ботанический музей или сад, музей и сад растений. Убрать постель, заправить постель, застелить постель. Цесарка – птица отряда куриных. Открываем учебник, находим текст. Самуил Маршак. Хороший день. Вот портфель, пальто и шляпа. День у папы выходной. Не ушел сегодня папа, значит, будет он со мной. Что мы нынче будем делать? Это вместе мы обсудим. Сяду к папе на кровать,
станем вместе обсуждать. Не поехать ли сегодня в ботанический музей? Не созвать ли нам сегодня всех знакомых и друзей? Не отдать ли в мастерскую безголового коня? Не купить ли нам морскую черепаху для меня? Или можно сделать змея из бумажного листа? Если есть немного клея и мочалка для хвоста. Понесется змей гремучий выше крыши, выше тучи. А пока, сказала мать, не пора ли вам вставать? Хорошо, сейчас встаем, отвечали мы вдвоем. Мы одеты и обуты, мы побрились в 2 минуты. Что касается бритья, брился папа, а не я. Мы постель убрали сами, вместе с мамой пили чай. А потом сказали маме: «До свидания, не скучай». Голубое, голубое, голубое в этот день было небо над Москвою, и в садах свела сирень. Мы прошлись по зоопарку, там кормили сторожа крокодила и цезарку, антилопу и моржа. Сторожа давали свеклу 2 задумчивым слонам, а в бассейне что-то мокло. Это был гиппопотам. Покатался я на пони, это маленькие кони. Ездил прямо и кругом, в таратайке и верхом. Мне и папе стало жарко. Мы растаяли, как воск. За оградой зоопарка отыскали мы киоск. Из серебряного крана с шумом брызнуло ситро. Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро. Мы вернулись на трамвае, привезли домой сирень. Шли по лестнице, хромая. Так устали в этот день. Итак, ребята, мы прочитали произведение. Подумайте, пожалуйста, и скажите, почему автор назвал свое произведение «Хороший день». Конечно же, это впечатление мальчика, который провел весь день с отцом, и они хорошо поразвлекались. Что было, по твоему мнению, самое-самое хорошее? Покатался на пони, привезли домой сирень, я был с папой.
вы выбрали свой ответ. Давайте прокомментируем каждый ответ. Покатался на пони. Ну, если бы ты покатался на пони, тебе бы понравилось? Конечно, хорошее дело. А привезли домой сирень. Для кого привезли? Для мамы. Это тоже приятно. Даме подарить цветы. Я был с папой. Приятно провести время с отцом. Все эти 3 пункта, думаю, были очень интересными и хорошими. Итак, наш урок подошел к концу. Вы замечательно поработали на уроке. Большие молодцы. Сегодня я прощаюсь с вами. До свидания.
Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле уҡыусылар. Дәрескә ҡыңғырау шылтыраны. Барығыҙ ҙа үҙ урындарығыҙға ултырығыҙ. Дәрескә кәрәк-яраҡтарҙы әҙерләгәнһегеҙҙер тип уйлайым. Туған тел дәресен башлайбыҙ. Бөгөн дәресте мин, Гөлшат Заһир ҡыҙы һәм ишаралар теле тәржемәсеһе Ирина Михайловна алып барабыҙ. Мин Өфө ҡалаһының 7-нсе мәктәбендә һеҙҙең кеүек балаларҙы башҡорт теле серҙәренә өйрәтәм. Балалар, әйҙәгеҙ әле беҙ хәҙер экранда видеосюжет ҡарап алайыҡ. Ябайы түгел был ҡыҙҙарым. Быуындан быуынға күсә килгән иң ҡәҙерле ҡомартҡыбыҙ, ырыу ҡаҙнаһы. Миңәдән шундай кәрәк ине. Әйҙәгеҙ әле һорауҙарға яуап бирегеҙ әле минең. Ҡыҙҙар һандыҡта нимәләр күрҙеләр? Эйе, улар милли кейемдәр күрҙеләр. Ә әсәһе ҡыҙҙарға нимәләр кейҙерҙе? Дөрөҫ, әсәһе уларға селтәрҙәр таҡты. Ә хәҙер әйҙәгеҙ әле экрандағы һүрәттәргә күҙ һалайыҡ. Уҡыусылар, бында ҡыҙҙар һәм егеттәр ниндәй кейемдәрҙә? Эйе, улар милли кейем кейгәндәр. Ә ниндәй милләт кешеләрен беҙ күрәбеҙ? Дөрөҫ, башҡорттарҙы, урыҫтарҙы, татарҙарҙы. Балалар, беҙ уларҙы кейемдәре буйынса ниндәй милләттән икәнен билдәләнек. Шулай итеп, уҡыусылар, бөгөнгө дәресебеҙҙең темаһы башҡорт халҡының милли кейеме. Дәфтәрҙәрегеҙҙе асып, бөгөнгө дәрестең темаһын яҙып ҡуйығыҙ. Яҡшы, хәҙер ручкаларығыҙҙы ситкә һалып ҡуйығыҙ. Уҡыусылар, хәҙер беҙ һеҙҙең менән бөгөнгө дәрестә яңы һүҙҙәр менән танышып үтәсәкбеҙ. Әйҙәгеҙ, әле беҙ һеҙҙең менән таҡтаға күҙ һалайыҡ. Һеҙ экранда башҡорт халҡының милли кейемдәрен күрәһегеҙ. Беренсе, күлдәк, женское платье, мужская рубашка. Елән, верхняя длиннополая одежда на подкладе. Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ атамаларын, уҡыусылар. Ситек, мягкая кожаная обувь. Ситек. Ҡашмау, женский головной убор. Селтәр, нагрудник. Уҡыусылар, иғтибар итегеҙ әле, бөгөн мин дә селтәр тағып килдем. Бүрек, меховой мужской головной убор. Ә хәҙер бөтә һүҙҙәрҙе лә бергәләп ҡысҡырып уҡып сығайыҡ. Күлдәк, елән, ситек, ҡашмау, селтәр, бүрек. Ә хәҙер әйҙәгеҙ һәр бер һүҙҙә башҡорт өндәрен бергәләп әйтәйек. Күлдәк, ү, ә, елән, ә, ҡашмау, ҡ, селтәр, ә, бүрек, ү. Яҡшы, афарин. Уҡыусылар, яңы һүҙҙәр хәтерегеҙҙә ҡалдымы икән? Әйҙәгеҙ Learning Apps ҡушымтаһы ярҙамында тикшереп ҡарайыҡ. Экранға күҙ һалабыҙ. Әйҙәгеҙ әле күлдәк,
Һүрәтен күлдәк һүҙе менән тура килтерәйек. Яҡшы, дөрөҫ, был күлдәк. Ҡашмау. Ҡайҙа беҙҙең ҡашмау? Ҡашмау, дөрөҫ. Бүрек. Эйе, был бүрек. Елән. Дөрөҫ, елән. Ситек. Дөрөҫ, ситек. Һәм селтәр. Селтәрҙе тап килтерәбеҙ. Яҡшы. Менә шулай итеп беҙ һеҙҙең менән бөгөн ошо һүҙҙәрҙе нығыттыҡ. Дәресебеҙҙе дауам итәбеҙ. Уҡыусылар, артабанғы күнегеү һеҙҙең иғтибарлылыҡты тикшереүгә. Һәр бер юлда мәғәнәһе буйынса бер артыҡ һүҙ бар. Әйҙәгеҙ ул һүҙҙе табып ҡарайыҡ. Ребята, в каждом ряду есть лишнее слово по смыслу. Давайте найдите их. Беренсе юл. Ситек, селтәр, бүрек, бүре. Еләк, елән, ҡашмау, күлдәк. Күлдәк, күбәләк, елән, бүрек. Елән, ситек, ҡымыҙ, селтәр. Әйҙәгеҙ хәҙер тикшереп ҡарайыҡ, дөрөҫ таптығыҙ микән? Ситек, селтәр, бүрек һүҙҙәре, уҡыусылар, ул башҡорт халҡының милли кейеме. Ә бүре — волк, хайуан. Был һүҙ артыҡ ине был юлда. Икенсе юлда беҙҙең еләк, ягоды һүҙе артыҡ. Елән, ҡашмау, күлдәк шулай уҡ башҡорт халҡының милли кейемдәре. Өсөнсө юлда беҙҙең күбәләк, бабочка һүҙе артыҡ ине. Күлдәк, елән, бүрек милли кейем. Ә дүртенсе юлда инде беҙҙең ҡымыҙ һүҙе артыҡ, күмыз. Елән, ситек, селтәр милли кейемгә ҡағыла. Дәресебеҙҙе, уҡыусылар, дауам итәбеҙ. Хәҙер һеҙгә күп нөктә урынына тейешле һүҙҙәр ҡуйырға. Һүҙҙәр аҫта бирелгән. Һүҙҙәрҙе һөйләмдәргә мәғәнәһе буйынса дөрөҫ ҡуйығыҙ. Слова нужно подставить предложению правильно. Беренсе һөйләм. Ҡыҙ аяғына нимә кейә? Әсәй түшенә нимә таға? Атай башына нимә кейә? Әйҙәгеҙ әле, уҡыусылар, уйлап ҡарағыҙ. Һөйләмдәрҙе дөрөҫ төҙөнөгөҙ микән? Тикшерәйек. Ребята, давайте проверим предложение. Правильно ли вы составили? Ҡыҙ аяғына ситек кейә. Әсәй түшенә селтәр таға. Атай башына бүрек кейә.
Әйдәгез был һөйләмдәрҙе тәржемә итеп ҡарайыҡ. Девочка на ноги одевает ситек. Мама надевает нагрудник. Папа на голову одевает шапку. Я думаю, вы все правильно перевели предложение. Дәресебеҙҙе дауам итәбеҙ, уҡыусылар. Уҡыусылар, беләһегеҙме, бөгөн байрам көне. 17 апрель Башҡортостан Республикаһында йәшәүсе халыҡтарының милли кейеме көне. Ә байрамға, уҡыусылар, беҙ байрамса кейенергә тейешбеҙ. Уҡыусылар, мин һеҙгә диалог тәҡдим итәм. Әйҙәгеҙ диалогты уҡып, тәржемә итәйек. Мин бөгөн байрамға барам. Я сегодня иду на праздник. Ә һин унда нимә кейеп бараһың? А что ты наденешь на праздник? Бүрек, елән, ситек. Шапку, елән, ситек. Ә һин нимә кейәһең? А ты что наденешь? Ә мин күлдәк, елән, ҡашмау кейәм, селтәр тағам. А я надену платье, елән, ҡашмау. Также нагрудник одену. Ребята, а я вам сейчас предлагаю составить самим диалог. Вот по этому образцу вам вместо точек надо поставить слова. Слова, новые слова, которые мы сегодня на уроке проходили. Яҡшы, һеҙҙең бик матур диалогтар килеп сыҡҡандыр тип уйлайым. Балалар, әйҙәгеҙ әле әҙерәк кенә ял итеп, ребус сисеп алайыҡ. Был ребустарҙы сисһәгеҙ, башҡорт халҡының милли кейемдәре килеп сығырға тейеш. Әйҙәгеҙ әле уйлап ҡарайыҡ, бында ниндәй һүҙҙәр йәшеренгән икән? Дөрөҫ, әлбиттә, беренсе ребуста елән, икенсеһендә ситек һүҙе йәшеренгәйне. Балалар, әйҙәгеҙ хәҙер урындарыбыҙҙан баҫтыҡ, әҙ генә ял итеп алайыҡ. Дәртле башҡорт моңдары артында бейеп алайыҡ, уҡыусылар. Балалар, артабан мин һеҙгә шиғыр уҡырға тәҡдим итәм.
Башта мин кыскырып укыйм, һез игътибар менән тыңлап ултырыгыз. Һуңынан бергәләп укырбыз. Зирәк кызлар, малайлар, күлдәк, елән кейгәндәр. Уйнап, көлеп, бейергә тип, зур байрамга килгәндәр. Башта бүрек, түштә селтәр, аяқта ситектәр. Һикереп төшеп бейегәндә зың-зың итә тәңкәләр. Ә хәзер үз алды укып карагыз. Прочитайте самостоятельно. Ә хәзер тагы бер тапкыр бергәләп укыйбыз. Зирәк кызлар, малайлар, күлдәк, елән кейгәндәр. Уйнап, көлеп, бейергә тип, зур байрамга килгәндәр. Башта бүрек, түштә селтәр, аяқта ситектәр. Һикереп төшеп бейегәндә зың-зың итә тәңкәләр. Яхшы укучылар. Балалар, ә хәзер дәфтәрҙәрегеҙҙе асып, ручкаларығыҙҙы ҡулдарығыҙға алығыҙ. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән дәрестә Q һәм U хәрефтәрен матур итеп яҙырға өйрәнәбеҙ. Арҡаларыбыҙ төҙ, ҡулдарыбыҙ дөрөҫ ята, терһәктәребеҙ өҫтәл өҫтөндә. Q хәрефен бер юл итеп, шулай уҡ U хәрефен бер юл итеп яҙып сығығыҙ. Яҡшы. Шулай уҡ хәҙер ҡашмау, бүрек,
күлдәк һүҙҙәрен яҙып сығырға һеҙгә тәҡдим итәм. Яҡшы уҡыусылар, артабанғы күнегеүҙе һеҙгә тәҡдим итәм. Был күнегеүҙә һеҙгә бирелгән һүҙҙәрҙе алфавит тәртибендә яҙып сығыр кәрәк. Ребята, данные слова нужно записать в алфавитном порядке. Әйҙәгеҙ әле тикшереп ҡарайыҡ, дөрөҫ яҙҙығыҙ микән? Экранға күҙ һалабыҙ. Бүрек, елән, күлдәк, ҡашмау, селтәр, ситек. Барығыҙ да шулай яҙғандыр тип уйлайым. Уҡыусылар, әйҙәгеҙ хәҙер бөгөн дәрестә үткән яңы һүҙҙәрҙе тағы бер тапҡыр ҡабатлап үтәйек. Күлдәк, женское платье, мужская рубашка. Елән, верхняя длиннополая одежда на подкладе. Ситек, мягкая кожаная обувь. Кашмау, кашмау, женский головной убор. Селтер, нагрудник. Бурек, меховой мужской головной убор. 17 апреля – День национального костюма народов Республики Башкортостан. Народный костюм – это один из признаков национальной принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории и отличал один народ от другого. Особенности костюма зависели от природных, хозяйственных условий. Традиционный праздничный наряд являлся непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний. Поэтому на всех национальных праздниках мы всегда можем увидеть людей в национальных костюмах. Уҡыусылар, Башҡортостан Республикаһында бик күп милләттәр йәшәй. Улар бер-береһе менән татыу, бер-береһенең ғөрөф-ғәҙәттәрен, традицияларын хөрмәт итеп, ҡулға-ҡул тотоноп йәшәйҙәр. Әйҙәгеҙ бергәләп дуҫ, татыу йәшәйек. Бөгөнгө дәресебеҙ тамам, һау булығыҙ.